Инкассатор, пожалуй, одна из самых загадочных и опасных профессий. В машине уже подходим, одетые в бронежилет и вооруженные. Все четко и без лишних слов. Они точно знают, как пахнут деньги. Каждый день перевозят миллионы и, как говорят сами, относятся к ним равнодушно. Ну, как сказать, вот бумага, вес, тяжесть, это не мое. Я к ним безразличен. В инкассаторы кого попало не берут. Физически сильный, психически уравновешенный и с чистым прошлым. Это лишь часть критериев отбора. Чтобы служили в рядах вооруженных сил Российской Федерации по направлению с хорошей характеристики, потому что большая ответственность работать с оружием и ценности каждому не дано. И среди инкассаторов были те, кто поддался соблазну. Январь 2015-го Игорь Богаченко ранил напарника и скрылся 63 миллионами рублей. Его поймали, арестовали, отправили в тюрьму на 14 лет. 23 года и уже государственная награда. Да. Поздравляю от всей души. А это Данил Поздеев из Нижнекамска. Он в марте 2016 года обезвредил нападавшего. Героя наградил президент. Это наша высшая награда. Службе инкассации 80 лет, хотя все начиналось гораздо раньше. К примеру, с 9 века торговые караваны охраняли военные или сами купцы. В начале 20 века сотрудники НКВД, и только в 1939 появилась инкассация. От охраны гужевого транспорта и до IT-технологий. Бронированные машины для инкассаторов, отвечающие самым современным требованиям, с этого года начали производить и в Татарстане. К примеру, двери вот этой машины не сможет пробить ни пуля, ни даже ракета. Как выглядит секция, где и перевозят деньги, находится в строжайшем секрете, чтобы вы понимали, насколько. Даже сегодня нам не открыли двери и не показали что-то внутри. В салоне все напичкано камерами и звукозаписывающими устройствами. Во время движения за машиной следят из космоса, и покидать ее инкассатор не может ни при каких условиях. Ни маму, ни жертву аварии на дорогах, ни даже милиционеров в форме. А если инспектор ГАИ остановит? Нет, не должны останавливаться. Татарское управление инкассацией крупнейшее в стране. Это 800 профессионалов своего дела и больше 200 бронированных грузовиков. Сегодня Татарстан является одним из лидеров в стране по многим показателям социально-экономического развития. И в этом, несомненно, есть вклад Татарского управления инкассации, при участии которого обеспечен надежный и безопасный наличный денежный оборот. Лучшим инкассаторам сегодня госнаграды и слова признания за хорошую службу. Сергей Хайдаров, Андерсен Тайцев, ТНВ Казань.